Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшипшара. Сегодня в программе «С братским народом» в дни праздника состоялся официальный визит президента Абхазии в Южную Осетию. Участники двух войн за мир в Цхинвале встретились абхазские и юго-осетинские ветераны. С целью улучшения водоснабжения коммунальные службы города заменили 520 метров труб. В Цхинвале в ходе официального визита президента Абхазии состоялась встреча Рауля Хаджимба и президента Республики Южная Осетия Леонида Тебилова. Рауль Хаджимба поблагодарил Леонида Тебилова за приглашение принять участие в мероприятиях, посвященных 25-й годовщине образования Республики Южная Осетия. Президенты двух стран подчеркнули, что в условиях непростых процессов в мире и Закавказском регионе и возникающих новых угроз и вызовов значимость союзничества с Россией для Абхазии и Южной Осетии резко возрастает. В завершении встречи Леонид Тебилов вручил Раулю Хаджимбу орден дружбы за большой личный вклад в развитие и укрепление отношений дружбы и сотрудничества между народами Республики Южная Осетия и Республики Абхазия и в связи с 25-й годовщиной образования Республики Южная Осетия. В рамках официального визита в Цхинвал президент Рауль Хаджимба посетил посольство Абхазии в Южной Осетии. Состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Республики Абхазия в Республике Южная Осетия Аланом Елбакиевым. Были обсуждены вопросы, связанные с текущей работой посольства и перспективные планы. Президент отметил важную роль посольства в развитии и укреплении абхазо-юго-осетинских отношений. Накануне Рауль Хаджимба присутствовал на военном параде, посвященном 25-летию со дня провозглашения Республики Южная Осетия. На параде также присутствовали делегации Республики Северная Осетия Алания во главе с Тамерланом Агузаровым, Донецкой и Луганской народных республик во главе с Александром Захарченко и Игорем Плотницким, а также делегации из различных регионов России. А сегодня Рауль Хаджимба побывал с краткосрочным визитом в Северной Осетии. В ходе визита президент Абхазии провел встречу с главой республики Тамерланом Агузаровым. Рауль Хаджимба и Тамерлан Агузаров приняли участие в церемонии награждения добровольцев из Северной Осетии, ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Делегация Фонда инвалидов Абхазии в Цхинвал прибыла по приглашению Фонда поддержки раненых Южной Осетии. 6 ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов приняли участие в праздновании Дня флага на главной площади столицы. Далее встреча продолжилась в помещении Фонда раненых Южной Осетии, где наших ветеранов приветствовали известные общественные деятели республики. Председатель Фонда инвалидов Абхазии Бадри Агарба к своим осетинским братьям приехал не с пустыми руками. Флаг Республики Абхазия и юбилейная серебряная монета с изображением первого президента Абхазии Владислава Ардзинба отныне будут находиться здесь. От народа Абхазии, ветеранов, инвалидов войны Республики Абхазии, поздравляем братский народ Южной Осетии с этой знаменательной датой в истории становления демократического социально развитого государства. Народ Абхазии и Осетии не понаслышку знает, что такое война. Наши братские народы бок о бок сражались за свою независимость. Ценой жизни наших братьев и сестер была завоевана эта свобода. Дай Бог, чтобы Осетия жила и процветала. Эти люди принесли свободу своим народам ценой собственного здоровья. Многим из них война нанесла страшные увечья. У руководителя Фонда поддержки раненых, ставших инвалидами в ходе боевых действий на территории Южной Осетии, Мадины Плеевой, протезы на обеих ногах. Имя этой осетинки вошло в историю борьбы за независимость народа Южной Осетии. Все свое время она отдает раненым, старается сделать их жизнь лучше. Мы, братья, мы одной рукой раненые, от одного фашизма пострадали, потеряли сыновей, без вести пропавших много. Мы должны сейчас показать пример такой, Падре Иванович, чтобы как были и как завоевали независимость, чтобы в том же духе продолжали мы поддерживать наши
братскую Абхазию и Южную Осетию. Представители фонда инвалидов Абхазии также примут участие в праздничных мероприятиях, которые пройдут в Цхинвале уже завтра. Нисфа Аршба, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. Делегация МИД и Торгово-промышленной палаты Абхазии побывали в Италии, где приняла участие в самой крупной выставке на Средиземноморском побережье – Фирадель Леванте. Кроме того, в ходе визита представители ТПП Абхазии подписали ряд соглашений, которые впервые получили одобрение Министерства иностранных дел Италии. Подробнее в материале наших корреспондентов. Фьера де Леванте в итальянском городе Бари – одна из главных выставок на Средиземноморском побережье. Впервые она была проведена в 1929 году. Ярмарку посещают более 1 миллиона человек, количество участников превышает 2000 компаний. Взаимодействие Запада и Востока – главная тема выставки. Делегация МИД и Торгово-промышленной палаты Абхазии приняли участие в ней и представили продукцию нашей республики. Интерес был огромным, и на самом деле за все время нашего пребывания в Италии на этой выставке практически никто об Абхазии не знал. Но люди видели страну, о которой они до этого не знали, и проявляли огромный интерес. То есть вот та река из людей, которая проходила ежедневно мимо нашего стенда, они видели стенд Абхазии, задавались вопросом, а что это за страна? Это было как бы вот первое их желание узнать о нашей стране побольше. А дальше уже оказывалось, что у нас вкусная кухня, что у нас невероятно красивые пейзажи. Это то, с чем они уже знакомились после того, как начинали общение с нами. Виноводочные изделия, аджика, мед и другие продукты, являющиеся брендом нашей страны, были представлены на стенде Абхазии. Посетители нашей экспозиции могли не только продегустировать продукцию, но и получить информацию об Абхазии в виде буклетов. По словам представителей абхазской делегации, этот стенд пользовался большим успехом среди гостей ярмарки. В итоге, благодаря нашим совместным действиям, мы смогли отстоять нашу позицию. И то, что я говорил на пресс-конференции, на самом деле не имеет значения, дали нам участвовать в выставке, не дали, или когда мы участвуем в выставке, кто-то пытается сорвать наше участие в этой выставке. В любом случае, мы должны участвовать в таких мероприятиях для того, чтобы пробивать эту стену, которую пытается строить Грузия. И таким образом мы все время будем напоминать о себе и будем показывать то, как агрессивно встречает нашу позиция грузинская сторона. Помимо выставки, еще ряд важных соглашений было подписано Торгово-промышленной палатой нашей республики. К примеру, соглашение с Национальной конфедерацией малого и среднего бизнеса в Италии и с ТПП города Матера. Эти документы впервые получили одобрение МИД Италии. Деятельность ТПП Абхазии направлена на установление международных контактов. В этом смысле Италия представляет большой интерес для Абхазии, ведь из этой страны импортируется в нашу республику большой объем продукции. Кроме того, товары из Абхазии также могут пользоваться спросом у итальянцев. Республика Абхазия, она была полноправной участницей данной выставки. Для нас и для, точнее, предпринимательских кругов нашей республики это возможность в поиске потенциальных партнеров, поскольку интерес со стороны итальянских посетителей и иностранных посетителей в том числе было пожелание открыть, возможно, магазин, где представлена была бы именно абхазская продукция именно в Итальянской республике. Такого рода поездки необходимы, чтобы донести до европейской общественности информацию об Абхазии, а также для привлечения потенциальных инвесторов в нашу республику. Нала Муква, Абхазское телевидение. Заработал официальный сайт Министерства экономики Республики Абхазия. Сайт будет освещать текущую деятельность и информировать о планах ведомства. На ресурсе будут доступны нормативные акты министерства, фото и видеоматериалы. Также на его страницах предприниматели смогут получить информацию об экономической ситуации в стране, узнать о действующих социально-экономических и инвестиционных программах. Сухумское муниципальное предприятие «Водоканал» совместно с коммунальными службами города заменили 520 метров водопроводных труб, которые обеспечивают водой жителей Нижней Эшеры, района Маяка, Старого поселка и центра столицы. Сейчас ремонтные работы на стадии завершения. Сария Смыр побывала сегодня на месте ремонта.
Вторая водонасосная Сухумская станция, которая находится в селе Нижняя Ишера, обеспечивает питьевой водой несколько населенных пунктов. Трубы, по которым вода поступает в резервуары, были проложены еще в 1947 году, а через 10 лет появилась водонасосная станция. С тех пор питьевую воду получают жители не только центра города и прилежащих к ней территорий, но и села Нижняя Ишера. Изношенные трубы часто становились причиной прекращения подачи воды. Многочисленные ремонты решали вопрос частично, а к капитальному ремонту приступили только неделю назад. За это время сделано многое. Проведена колоссальная работа по прокладке нового трубопровода. Это 520 погонных метров полиэтиленовых труб, которые имеют гарантию более 50 лет. Работы уже идут к завершению. То есть эта работа, конечно, позволит, чтобы в город поступала качественная вода без потерь. Потому что потери здесь были колоссальные. Требуется еще много аварийных работ. То есть при аварийных каких-то ситуациях, конечно, отключения будут. Но сейчас будет поступать более качественная вода. Эти два резервуара вмещают в общей сложности около 3000 кубометров воды. При этом ее постоянное поступление крайне важно, чтобы во время ремонтных работ воду отключать ненадолго. После замены изношенных водопроводных труб на более качественные появится надежда, что в каждом доме из крана будет идти постоянно чистая вода. Специалисты обещают завершить ремонт в течение 3 дней. Сария Смыр, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. С большим успехом в Москве прошли гастроли Абхазского государственного драматического театра. В течение 2 дней актеры выступали на сцене одного из известных российских театров «Эцетера» со спектаклями «Самоубийца» по Эрдману и «Бешеные деньги» по Островскому. Также театр показал отрывки из своего репертуара. Были сыграны сцены из спектаклей «Последний из ушедших», «Гурабский писарь», «Юлий Цезарь», «Берег неба», «Жизнь есть сон», «Махаз». Гастроли театра в Москве прошли в рамках сотрудничества Министерств культуры Абхазии и России. Расширенный репортаж об этом в нашем эфире завтра. Православные христиане Абхазии и всего мира празднуют Рождество Пресвятой Богородицы Девы Марии. Один из великих церковных праздников. В храмах Абхазии еще накануне прошли вечерние богослужения. А сегодня исполняющий обязанности управляющего Абхазской православной церкви иерей Виссарион Аплия отслужил праздничную литургию. По преданию, Рождество Пресвятой Девы – это праздник торжества бытия над небытием. Первый вице-премьер Абхазии Шамиль Азанба примет участие в программе «Вопрос министру» в пятницу 25 сентября. В прямом эфире вице-премьер ответит на ваши вопросы, уважаемые телезрители. Вы можете отправить свой вопрос на электронную почту вопрос.министру@gmail.com. Итак, в эту пятницу, 25 сентября, гость студии первый вице-премьер правительства Абхазии Шамиль Азанба. Пишите и записывайте интересующие вас вопросы. А сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар США 66 рублей 15 копеек, евро 74 рубля 83 копейки. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 20-22, днем 30-32 градуса. Температура морской воды 27 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.